Мы находимся в производственном цехе компании «Кэрэ», который предоставила помещение для наших женщин, которые на общественных началах взяли и решили пошивать одежду для наших мобилизованных воинов. В итоге получаются спальные мешки, удобные аптечки, балаклавы и сидушки. Также в разработке специальные рюкзаки, средства индивидуальной защиты и многое другое. Повторюсь, что все это на общественных началах, и мы узнаем, что сподвигло наших жительниц Якутии организовать это производство. Я работаю менеджером. Вообще образование у меня, я портная, легкого платья, верхней одежды, но по профессии как таковой не работала, работала в разных сферах. Что вас подвигло прийти сюда и шить одежду для... Пришло сообщение по WhatsApp, что требуются помощники. Естественно, все мы думали, чем помочь фронту, да? Нашим ребятам, нашей родине. И поскольку у меня есть опыт, я люблю шить, и я, естественно, отозвалась. У меня будет время свободное, будут выходные, я буду с удовольствием приходить и помогать. Ну, во-первых, я пришла и вижу, что дух помощи, патриотизма прямо существует. Вот оно есть. Вот мы попали в такое время, когда наша помощь нужна. Была бы я медиком, наверное, бы пошла в другую сферу, там помогать на фронт, не знаю, нашим ребятам. И поэтому я могу шить, могу помочь вот этим. Все пришли, я так думаю, кто-то умеет шить, дома шьет, у кого-то такая профессия, у кого-то просто по зову сердца пришли помогать. Кто чем может. Дружные, подхватывают, инициатива какая-то, помощь. Ну, девочки такие все дружные, видно, что болеют. В прошлом году я работала тоже в добровольческом штабе. В этом году мы тоже с Гульнарой Алексеевой, как только указ президента Путина вышел, мы тут же собрались и вышли в народ. Вот с тех пор мы уже штаб организовали вместе с общественной палатой. Сказали, что быть штабу, и организовали. И с первых же дней мы начали, это с прошлого понедельника, начали собирать вещи с населения, с организацией, кто желает нам помочь. Сейчас мы находимся в пошивочном цехе. Да, сейчас... Расскажите про него, пожалуйста. Ага. В пошивочном цехе находимся, это опять-таки в штабе. У нас так получилось, что нам надо было срочно собрать именно медикаменты, индивидуальные медикаменты для наших мобилизованных. Вот я подумала, нужно чехлы шить. И тут же вышла я по WhatsApp к нашим женщинам, желающим нам помочь, объявление пустила. И там же мы сразу, женщины отозвались. В тот же день прямо столько женщин было. Сейчас у нас в группе только по шитью чехлов у нас около 60 женщин сидят. И там же мы Александрой Савичной Курисовой познакомились. Она является руководителем швейно-производственного компании «Кэрэ». Потом мы с ней переговорили. И у нас, в общем-то, очень много вещей не хватает. Это спальные мешки, естественно, балаклавы, рюкзаки. Буквально за неделю у нас только 10 рюкзаков поступило. Рюкзаков не хватает, у нас не хватает, стелек не хватало. Ну, сейчас, в общем-то, люди уже организовались, стельки начинают появляться. Тем не менее, чтобы у наших парней ноги не замерзли, мы хотим сейчас тут пустить, как бы давно забытое старое, это кулуки хотим пустить. На производство сейчас разрабатываем. У нас, в общем-то, у Александры Савичны широкий круг знакомых именно по швейным делам. Из этого у нас и ПК, например, пошли навстречу. Они сейчас уже разрабатывают конструкции именно рюкзака для наших ребят. И вот сейчас тоже технолог сидит, он разрабатывает тоже кулуку. Первую пробную мы вроде сделали, но первый блин комом, тем не менее, уже давно забылась, конечно, технология этого шитья. Но тем не менее, тут у нас пенсионеры в основном собрались, они с миру по нитке, кто-то что-то вспомнил, кто-то что-то вот так. Сидим сейчас именно собираем вот так. У нас, в общем-то, как вы знаете, общественная организация. Александра Савична, хоть и частное предприятие у нее, но тем не менее у нее тоже бюджет не резиновый. Вчера она закупила на 75 тысяч материала. У нас материалов нету на рюкзак, нету брезентов не хватает, строп не хватает. У нас буквально даже нитки нужны, еще шерстяные или флис материал нужен.
В общем, хотели бы обратиться к народу, именно населению нашего города, республики, чтобы нам именно материалами помогали. Куда их можно отнести? Это нужно отнести Орджоникидзе 10. Пункт приема, где наш штаб добровольческий.